после войны оказалась легитимная такая у нас власть. Нет, ты мне ответь на вопрос. Обвинять. Я вообще, мне просто стыдно, когда слышу, когда вот сейчас их надо мне обвинять и критиковать. Ты можешь сказать нет или да? Шариат, который у нас был дома, он был шариатом? Нет или да, Алица? Не размазывай. Какой шариат? Там какие-то были вещи, и что хорошо, вот и что был какая-то форма правления была. После войны пытались восстановить государство. Те легитимные лица, шура, которая была установлена, она занималась какой-то работой и пыталась решить. Вот кто, принимая законы, это были на тот момент легитимные власти. И что, в смысле... На каком основании они были легитимны? О чем ты говоришь? На каком законе они были легитимны? Легитимны шариатские суды. Ну, вот, мне просто очень неприятно даже слышать, что когда обвиняются, или даже мне предлагают обвинить тех людей, надо было... Эти не были легитимные люди. После войны, которые оказались у власти, люди, потому что они были во главе сопротивления, во главе наших войск. Вот они на меня это не работает. На меня это не работает. Воевал, не воевал. На меня это не работает. Потому что, если он воевал, он воевал всего с точки зрения ради Аллаха, не ради меня. Тут я ни при чем. А если он воевал, он сам говорит, я воевал ради Аллаха, не ради тебя. То есть, так что не накидывай на меня. Значит, их действия, их попытки, они были неправильны. Бог, хадиса, шариат. Но они пытались, но это было неправильно, Бог. Не получилось у них, так? Я его не говорю как раз таки. Как ты можешь не говорить? Мы с тобой свидетелями были. Я считаю себя компетентным и вообще какое-то иметь право что-то говорить на людей, которые были тогда у власти. Та же Шура, которая какие-то дела. И это я не имею себе... У нас проблем, которые нужно решать. Но я не вижу, что это проблемы пытаются решения. Ахмад Паш был тоже у власти. Не забывай про него тоже. Ну вот, ты сегодня оказался у власти, ты бы тоже это... Освободяешься, чекдахты тушар хабар. Компетентный власть, ты не знаешь ни о чем. Я компетентный, он ногче чорду суд задала. Я имею право критиковать. А sunде Бог, войцах илду шариат. Ты говоришь, освободя, не спрашивай, я тебе отвечаю. Ты говоришь, там кто-то пытался, старался. Я тебе, кто это был? Не Закаев ли это был в правительстве, который пытался это сделать? Закаеваться, или это сегодняшний Закаев, не тот Закаев, который тогда был? Хичма, он что, переродился? И что, какой, в смысле, вывод? И что, Таха? А вывод то, что он в свое время... А вывод, да, не хочу сказать, утверждаю, что Закаев в свое время совершил преступление, подменил. Или пошел по поводу... Те люди, которые победили и отстояли независимость, которая наша самая главная цель была, фундамент, на который мы пытались... Эти люди, которые отстояли и были у власти, они, значит, вот по твоим словам, они все были преступниками, и все... Они ничего не победили, они пошли против государства. Освободяешь, когда мы перескакивали с одного рутку. Как Закаев отстаивал эту независимость свободейшей? Уходить, но это оценка. Хаверза, в то время от того, что они воевали, где-то там в кустах сидели, изменили Конституцию, они для меня не герои совершенно. Я гражданин Чеченской Республики Ичкерия на основе Конституции. Но ты, значит, главнее, компетентнее и легитимнее. Ну, каждый вот так в интернете
считает себя самым главным и самым умным. Ну, конечно. Да, но Закаев себя считает Вот халифом. здесь логика очень Почему-то сильно Закаев может себя просматривается. считать Очень хорошая халифом, логика. я не могу считать себя гражданином своей В родины. кустах, да, в кустах. А Малдас в Почему кустах Закаев оказывали, может себя люди считать эти были и в кустах. Свобода отключать мои степ-бай-степ. Вот это Мне Тойзан просто это обидно вот это упустил. слушать такие вещи просто. Скандал, эмоции Тойзан там поднимаются. упустил очень момент такой, где не довел свою мысль до конца. Вот ты где-то сказал, что а мне что, не быть теперь мусульманином? Вот эту вот мысль повтори опять, что ты имел в Ты виду? сказал, чтобы отказаться от нацизма, от гаска, то, что вот как я должен отказаться от нацизма, в смысле, если, ну это я понимаю, такая аналогия, в смысле, примерно, но в данном случае с этой аналогией, в моем случае, я как это должен, в смысле, отказаться от этого нацизма, который меня заразил, Ну, которым я болею? поэтому Тойзан у тебя спросил, ты проживаешь в цивилизованном демократическом государстве, правовом, вот сейчас, в данный момент. Ты сейчас отказался от своей религии там, что ли? Аллеева, нет, в смысле, его, где здесь вообще, как А, логически а можно тебя рассуждать о каких-то вещах? кто-нибудь принуждает тебя отказаться там от религии, ислам, чтобы ты зикры делал, чтобы ты öyle косил или что-то такое, чтобы подобное, чтобы ты занимал. Либо ты Почему ты не отвечаешь на вопрос, который я тебе задаю? То, что, как я должен отказаться от нацизма, который меня заразил российская власть? И вот та грязь, как так вот, называемая вот чтобы, это. чтобы понять, что ты конкретно имеешь в виду, нам Я с тобой понял, нужно... можно я отвечу? Нет, Малыш, я Это спрашиваю то, понял. что ты Хорошо. говорил, что мы стой. все заразились вот этими русским, ну, грязью, там, Да, да, да. дерьмом так называемым, Да. и нацизмом, если это аналогия такая. Как, я поэтому спрашиваю, как я должен от Позвольте мне этого ответить. отказаться? Я отвечу Ты конкретно. призывал, чтобы мы отказались от этого. Мы... Вот мы предлагаем Стоит, отказаться стоит от второй своего раз убеждения, мысль сбить вызывать мою. в правительство и в государственное устройство. Вот в чем твой отказ должен быть состоять. Не отказ от своей религии, от своего вероубеждения, а отказаться сувать его мне и навязывать его мне. Вот и все. Домовой, степ-бай-степ. У тебя микрофон просто, ты не выключаешь, выстрел что-то, тебя поэтому здесь выключают. А меня что-то замыкает, когда выключать пытаюсь, не Дело в выключать том, пытаюсь. что там твой вопрос, он вообще неуместен, потому что ты, проживая в демократическом правовом государстве, ты же сам говоришь, что ты не отказался от своей религии. Нет, Точно так же в ну ты помнишь, чеченском что демократическом... твою речь ты помнишь, что Я ты тебе говорил? объясняю. Точно так же в чеченском правовом демократическом государстве тебя никто не принуждает отказываться от своих религиозных убеждений или религиозных молитв, обрядов и так далее. Откуда ты это вообще взял? Просто вот как стоит говорить, Что я если взял, ты... Алил? О чем ты? Да, как стоит говорить, здесь речь идет о том, что ты хочешь свою идеологию привести, поставить во главу государства официально и навязывать с вот этих вот позиций людям вот это вот дело, понимаешь, свои шариаты, вот у тебя свое какое-то понимание о Боге, у тебя своя акида, манхадж, какое-то представление, на котором ты стоишь, да, и ты хочешь это всем людям навязать, всему чеченскому народу. А чеченский народ, он разнообразен, там плюрализм мнений, там вообще у людей разные понятия, разные, можно сказать, конфессионные вот эти отличия верований. То есть чеченский народ, он, и среди него, среди нас могут быть и не мусульмане, среди нас могут проживать и люди других национальностей. То есть вот это то, что ты хочешь привнести, вот эта идеология, вот о чем мы говорим, вот что такое это нацизм, понимаешь? Вот это вот то, что ты хочешь установить в качестве государственного устройства, исламское государство, шариат, Коран и Сунну, вот это вот недопустимо, об этом тебе говорят. То есть вот это и есть, что русские всему миру
это то, о чем русские всему миру говорят. Он step by step исламист, то есть он хочет установить шариаты, халифаты, отрубать руки, головы и так далее. И step by step стоит и говорит, да, я хочу, только он неправильно говорит. Мои отрубания рук и головы, они не такие, как вы подумали. У нас есть государственный отдел по религии, вот там самое правильное отрубание голов и рук. У нас вообще это все четко, самый правильный вариант ислама у нас, Боже. То есть ты думаешь, что ты, оказывается, всех надурил, а получается так, что ты полностью подтверждаешь, что о тебе, как тебя преподносит русский мир, мировой общественности. И когда Закаев провалил вот этот вот экзамен, да, с Галимусом, где тот ему четко разъяснил, после украинской вот этой вот освободительной борьбы, после войны, русско-украинской войны, чеченский вопрос обязательно встанет на повестку дня, но вам надо вот так и вот так. Именно по вашему закону государственному. У вас прекрасная конституция. Как раз таки эти шариаты всякие, это и есть то, что сегодня Путин через Кадырова там в Чечне установил, 1500 мечетей сделал. У вас все права, все соблюдаются в Конституции. Вот и этот экзамен Закаев, он провалил. Он говорит, не, чувак, ты извини, ты не знаешь правильно шариат, у нас есть вот здесь отдел по религии, он знает правильно шариат. А то, что там до Второй войны было, это была пародия на шариат. То есть этот человек провалил экзамен. То есть он не прошел этот экзамен, он показал, что он стоит на позициях шариатских. То, что мы с тобой аналогию провели, нацисты, вот, русские же говорят украинцам нацисты. Украинцы прошли свой экзамен, они отрицают абсолютно нацизм, у них президент сам еврей по национальности. От них нацизмом и духа нету там нацистского. А вот эти вот твои, эмирши, твои кумиры, они провалили как раз таки все это, и они показывают, что именно то, что они русские говорят, то, что они русские говорят, они как раз таки это подтвердили. Просто они говорят, они хотят и нацизм, чтобы у них остался. Вот украинцы, если бы аналогию проведем, вот украинцы говорят, да у нас неплохой нацизм, вы просто не понимаете, и всему миру потом объясняют. Посмотрите, как хорошо быть нацистом, вот смотрите, это тот, о котором вы знаете, гитлеровский, он неправильный, вот наш вообще просто вам всем очень приятно будет от нашего нацизма. Вот такая вот бурда какая-то, да? То есть в эту бурду, в эту игрушку никто не собирается играть. Цивилизованный мир это играть не будет. И с украинцами тоже не сыграл. Вот я не знаю, почему я власти на пост. В принципе, чун из Кабашкета цахет, от сумны шягу, дадуючи, я думаю... Позвонили мне опять. Я думаю, все-таки другие зрители, им более будет понятно, да, о чем речь идет. Он инструкцию дошел принятия, но дальше что же спрашивают, такие же загоняющие в тупик вопросы давать. Не, Мали. Просто Шаддекшен объяснить Дин, вот ты ему объяснил, он говорит, а мне что, от своей религии тогда отказать? Да не отказывайся от своей религии. У меня простые вопросы, когда я задаю, вот такие я ответы слышу. И я понимаю, вот насколько хорошо работают российские спецслужбы, когда они вот такую грязь и путаницу. Вот эта путаница как раз и когда начинаешь слушать и уверовать в российские спецслужбы путаницу, вот такой вывод, вот такие вещи становятся. Как раз таки это, ты по аналогии, если с Украиной, Бяхмабилой, с Украиной, они должны были бы, чтобы доказать, что они не нацисты, и они еще должны были вот отдать территории, которые Гаску взяли, Донецк и так далее, Крым и так далее. Вот это, чтобы вот пропаганду российскую, чтобы оправдаться, в смысле, чтобы показать, что они не такие, какие их описывают.
Им еще Это мы нужно со было отдать вот эти спецслужбами не территории и работаем вот здесь. так Со уйти спецслужбами работает с, товарищ, с который позиций, летал в ну, Москву на самолете. как, Выходил, к нему проиграть спецслужбы войну, короче приходили в говоря, кабинет. вот так, чтобы доказать, что они не нацисты. А нам Вообще, то же ну вот самое. Вот смотри, в нашем случае да, вообще, вот смотри, вот здесь в европейских странах проживают тысячи чеченцев, мусульман. И не чеченцев, и турков, и всяких боснийцев, и других национальностей. Бангладеш, Пакистан там, и так далее. Афганцы. И вот на территории Турции, также в демократическом государстве, построенном на национализме Ататюрка, и там проживают тысячи вот так мусульман, миллионы даже. То есть эти все люди, ты у них спросишь, вот как и ты, они абсолютно динчур эрцебе локушос государство хыларах, они там исповедуют свою религию, они молятся куда хотят, они полностью, в отличие от Чеченской Республики, там ты, правда, не будешь иметь такую возможность, там та религия, которую тебе русские приказали, вот так она, короче, там, ну сейчас Бадыгдич, оттуда тоже муллы заходят, и они тоже говорят, что ваххабизм это не проблема, кажется, шайтана это не проблема была. Но не в этом суть. Имеется в виду, в этих государствах демократических везде проживают мусульмане. И ты сейчас, когда мы провели, и ты, когда мы провели сейчас аналогию с Украиной, ты нам говоришь, что якобы мне отказаться от своей религии. Ну, ты меня извини, если твоя религия, она особая, отличается от той, которую люди здесь исповедуют, и твоя религия, например, предписывает отрубить мою голову, рубку там стойка, забросать камнями там Альберта и так далее, то ты уж извини, вот такую религию над себе экспериментировать мы не собираемся тебе давать. Тут уж в таком случае, извини, с такой религией, мы тебе в Афганистан билет купим, бисмилля, даже еще можем тебе там рюкзак приготовить, там, я не знаю, узелок, и туда тебя отправим, там ты можешь и руку, чтобы тебя отрубили, и камнями закидали, и много оттуда всего этого поступает. То есть вот так вот, только так это можно как-то договориться. А так, чтобы ты нам это принес, да, тем более там сам живя где-то в процветающей, цивилизованной европейской стране, чеченцам попытался вот эти шариаты установить, вы уж извините, ну, мы не согласны с этим. Цель понятно, всего диалога и понятно, там, вопросов. да, как бы не вижу здесь смысла. Самодела, есть ребята, самодела. Но степ по степ, подожди немножко. Насколько я понял, делаю выводы, цель всего диалога и твоих вопросов заключается в поиске изъянов того, что говорит ЧДП, да, допустим, найти там какой-то изъян и его вывести наружу. Как мы видим, ты изъяна не нашел. И теперь выложи свою концепцию, какую ты видишь будущее государственного устройства Чеченской Республики, такую, как соответствующую Шазаму, Низаму, или у тебя свой вариант какой-то? Ответь, пожалуйста. Кстати, вот этот вопрос у меня тоже. Не ответив на мой конкретный вопрос насчет основной Не слышно. как я говорю, не ответив на мой простой конкретный вопрос, что-то барахлит в этом, постоянно у меня выкидывает микрофон, выключается. Но тот мой вопрос конкретный... Мы можем до утра отвечать на твои вопросы.
Конституция 92 года, вот в смысле, все силы направляются на то, чтобы она существовала, и она имела как бы место быть. Вот этот мой вопрос был, как это структурировано, как это, должно стать, как это должно быть. Я могу еще раз ответить. То есть для осуществления законности, той же законности все это существует уже де-факто, априори. От того, что территория занята. Это не значит, что Конституция теряет свою законность. Как только будет территория, на которой мы будем восстанавливать свое государство, Конституция 92 года будет осуществляться. Все законы и права граждан этой республики будут, соответственно, осуществляться по этой Конституции. Это ответ? Хорошо. Какие-нибудь, как это, в смысле, вот слова интересные я услышал. А где это происходит? Как это, в смысле, государство? Это в Европе сейчас мы должны это такое построить? Да, смотри, это очень в Европе. Вот сейчас, силы, которые это добиваются, в этом направлении работают. Да, слушай. Мы низам в Европе будем устанавливать. Низам. Ну вот, вот такие ответы, да. Чеченская демократическая партия ведет свою деятельность в соответствии с Конституцией 92 года. Чеченская демократическая партия ведет свою деятельность политическую в соответствии с Конституцией Чеченской республики 92 года и добивается политической борьбой своей независимости. Эта деятельность заключается не только в освещении, как Ибраим говорит, или в просвещении. Мы ведем чисто политическую борьбу, на примере, как с тобой сейчас, на данный момент. На основе Конституции 92 года. Уже де-факто идет борьба, уже де-факто идет работа по Конституции. Например, с тобой. Ну, ему, в принципе, это в Европе сейчас мы, да? Ему с самого начала было отвечено, тебе было отвечено с самого начала, что то, что вы вот это замутили всех наших соотечественников и мировую общественность, это не соответствует действительности. И Чеченская демократическая партия своей просветительской работой, своей политической работой пытается и будет пытаться все это восстановить, то есть все поставить на свое место, как и подобает по закону нашей Конституции, а не так, как ты захотел, или в кустах кто-то собрался, захотел, или твои эмиры, или ваши отдел по религии, какой-то ваш айлам, какой-то ваш имам из Египта или откуда-то, из Саудовской Аравии. В эту игрушку... Головы еще я отрубать должен, да, я, в смысле, еще вот это, головы, руки я как бы отрубать параллельно. Да, и это то есть мы... Основа нашей, вообще нашей государственности, основа нашей деятельности, нашего государства, нашего народа, она зиждется на Конституции 92 года, в отличие от вашей идеологии, которая зиждется на основе низама, Корана и Сунны, той версии, которой ваш имам из Саудовской Аравии, Египта или где они у вас находятся, на Лубянке, я не знаю, не на основе их каких-то выводов религиозных, а на основе Конституции, принятой чеченским народом, которую ты можешь в любое время взять и почитать, что нам можно, что нам там не можно.